Ребята, а вы знаете, что легковые автомобили – это самый опасный транспорт на планете? Ежегодно под колесами погибает около 1 миллиона людей. Давайте повторим правила дорожного движения, это не будет лишним. Моя школа находится через дорогу от дома. Думаю, стандартная ситуация, у вас, наверное, тоже. Естественно, ходить в школу хочется так, чтобы родители не провожали и не встречали. Тогда нужно знать и соблюдать правила дорожного движения. Предположим, уроки закончились, вы вышли из школы, конечно же, с другом. Идете болтаете, машин вроде нет. Но переход в неположенном месте грозит вот таким исходом событий. Вы под колесами, у водителя инфаркт. Переходить дорогу нужно строго на пешеходном переходе. Обязательно переходим проезжую часть на зебре. Сначала смотрим налево, а потом направо. Если вблизи вашей школы есть светофор, то это еще лучше. Но необходимо помнить, что переходить нужно строго на зеленый и обращать внимание не только на свет, но и на цифры. Если секунд не так уж много, то стой. Дождись, когда снова загорится зеленый, и иди. Самокаты, велосипеды, скейтборды и прочий экстремальный транспорт, с этими штуками тоже нужно быть повнимательнее. Переходить с ними через дорогу нужно, обязательно спешившись. Водитель может не успеть среагировать и затормозить. При переходе дороги велосипедист должен стать пешеходом. Ситуация следующая. Вы идете домой один. Так получилось, что никто из одноклассников не живет в вашей стране. Логично будет идти и слушать музыку. Но громкие мелодии могут негативно отразиться не только на вашем слухе. Вблизи автомобилей будь всегда внимательным. Ради нашей с вами безопасности возле школы устанавливают умные светофоры и делают ограничения скорости. Но если мы будем невнимательно относиться к правилам и применять их изредка, ничего не поможет, и печальная статистика продолжит расти. Давайте будем осторожны. Камила Бакирова, Вахид Халимов, специально для Горы новостей.